Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Сибайское телевидение. Кстати, эта фраза звучит с ваших экранов вот уже 25 лет. Каждый день в своих информационных выпусках и передачах мы рассказываем о людях, живущих в Сибае, о важных и значимых событиях из жизни города. Но есть один день в году, когда мы говорим только о нас, телевизионщиках. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения и день рождения СТВ. А помните ли вы, как выглядела студия местного телевещания много лет назад? И какой длины тогда были волосы у известного всему городу Нияза Мирхайдарова? Я предлагаю вам посмотреть зарисовку, подготовленную Еленой Афанасьевой под названием «Пролетело 25». Добрый вечер. Сибайцы уже давно привыкли к ежедневным телепередачам городской студии телевидения СТВ-2. Между тем, со дня первого выхода в эфир передачи СТВ-2 прошло ровно 5 лет. 5 лет, каждый вечер, включив телевизоры, сибайцы оказываются в потоке информации, становятся очевидцами самых интересных событий в жизни родного города. С момента съемок данного видео прошло ровно 20 лет, но сказанные моим коллегой Александром Стручковым слова не теряют актуальности и сегодня. Самые важные моменты жизни города и людей запечатлены на многокилометровых записях архивной кинопленки. И все это оказалось возможным благодаря вот этому документу, постановившему создание городской пресс-службы, последующим Сибайского телевидения. На протяжении всего времени существования в коллективе СТВ работали неординарные, сильные и добивающиеся своей цели личности. Не зря говорят, что на телевидении случайных людей не бывает. И это правда. Находиться в постоянном творческом поиске, потоке информации, не теряя оперативности, не каждому под силу. Те, кто делал СТВ, все 25 лет вложили в эту работу частичку себя. Безусловно, сегодняшнему поколению СТВшников работается намного легче, а вот стоявшим у истоков создания местного вещания пришлось попотеть. Но для них этот труд казался незаметным, ведь все были охвачены одной идеей, чтобы сибайское телевидение вошло в каждый дом. И им это удалось. Молодые, энергичные, с ослепительными улыбками они приветствовали горожан каждый день, рассказывая о людях, событиях, поздравляя с днем рождения. Сибайцы до сих пор помнят таких ярких ведущих, как Зося Суфьянова, Лейла Искужина, Фердаус Исхакова, Марина Тутаева, Рауля Хасанова, Элеонора Нуриахметова, Светлана Шириня, Гульнур Ишбулатова, Дилара Хидиятова, Айгуль Бухарбаева и тех, кто оставался за кадром. Это операторы и режиссеры монтажа Решат Ишбердин, Андрей Анпилов, Петр Шуйский, Тимирьян Биккулов, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, Наталья Иванова, Ольга Нефедьева, Рамиль Аминев. Еще один человек, навсегда вошедший в историю СТВ, это Валентина Григорьевна Анпилова. С 1991 по 2003 годы она работала главным редактором телевидения и была идейным вдохновителем, боевым товарищем, веселым другом и просто хорошим человеком. До сих пор о Валентине Григорьевне вспоминают с любовью и уважением, ставя ее в пример новичкам-корреспондентам. Студийные будни телевидения 90-х стали самыми насыщенными в истории СТВ. Переезд в здание Дома быта юбилейный, ремонт, обустройство. На тот момент никто не знал, что будет в стране. По центральному телевидению в Москве транслировали путч. А оптимисты-СТВшники клеили обои, красили полы, монтировали съемочный павильон. Не было и тени сомнения. Нужно выходить в эфир, ведь их новостей ждали сибайцы. Я хочу сказать фразу, очень популярную на студии, что коллектив у нас хороший. И ему я хочу сказать огромное спасибо за все. Диктор новостей Элеонора Нуриахметова права. Хороший сплоченный коллектив был всегда. В 2000-х штат СТВ пополнился очередной порцией энтузиастов голубого экрана. Ольга Мартынова, Елена Прайс, Валентина Шарошкина, Элеонора Халитова, Венера Якшибаева, Айгуль Мавлеткулова, Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Лиана Софиулина, Светлана Сагенбаева, Луиза Мустафина, Игорь Пустовой, Виктор Краснов, Юлия Ефименко, Константин Малейкин и другие. Ежедневно на суд зрителей выходили новостные сюжеты, передачи, поздравления, прямые эфиры. Плюс к этому жесткие требования редакторского состава, утренние оперативки, которые работники до сих пор вспоминают с особым трепетом. Это же на первый взгляд кажется, пришел там, отснял мероприятие, то, что происходит, и все, и телевизор. И показать всем нужно. Здесь же очень много разных интересных таких и сложных тонкостей, нюансов. Но зацепило вот именно людьми. Интересными здесь нет, и никогда не было людей
обычных, ординарных, скучных. Вот. Но на самом деле в каждом, кто работает на телевидении, есть своя изюминка, свой талант. И, наверное, вот самое главное, как редактор, эту изюминку, во-первых, увидеть, во-вторых, не затоптать. Весной 2009 года на СТВ очередное обновление. На сей раз сменили место дислокации. С насиженного и знакомого всем места, 5-й этаж комплекса «Юбилейный», коллектив переехал в молодежный центр, где начал обживать 3-й этаж. Несмотря на смену декораций, смысл работы остался неизменным. В 19:00 выйти в эфир местного вещания. Сегодня сибайское телевидение живет не менее яркой и насыщенной жизнью. Карьер и детский сад, больница и элеватор, филармония и пожарная часть, полиция, администрация. Телевизионщики всегда и везде в курсе событий. Молодой коллектив полон идей, ежедневно находит информационные поводы для новостных сюжетов, не ограничиваясь масштабами города. И несмотря на возникающие сложности, сплоченность и единая идея помогают преодолевать все. Ведь то, что зритель видит на экране, это результат работы не одного человека, а творчества слаженной команды, негласный устав которой был заложен еще тогда, в 89-м. На протяжении 25 лет на СТВ менялись руководители, лица канала, операторы, корреспонденты, но всегда главными судьями в работе телевизионщиков оставались зрители. Именно вы, наши уважаемые румяные критики по ту сторону экрана, делаете нас лучше. Так было и так будет, потому что мы работаем для вас. Как ни крути, работа на ТВ – это всегда творческий процесс. И хотя мы не танцуем и не поем, каждый из нас в чем-то волшебник или иллюзионист. Ведь передать посредством короткого новостейного сюжета накал страстей на конных скачках или рассказать в одной передаче историю жизни человека – дело непростое. И в этот день мы предлагаем вам заглянуть за кулисы телепроизводства, увидеть тех, кто зачастую не попадает в кадр, но играет немаловажную роль в создании новостей и программ. Ежедневно они рассказывают о происшествиях, событиях и людях. Результат их труда выходит в эфир на общее обозрение и на суд зрителя. Журналисты всегда находятся в курсе самых важных и интересных городских событий. В роли их респондентов разные люди нашего города – чиновники, учителя, строители, коммунальщики. Корреспондент с 10-летним стажем Айгуль Хамитова дружит с товарищами полицейскими, ибо безопасность сибайцев – один из наиважнейших вопросов. А вот Елена Афанасьева, бухгалтер и физкультурник по образованию, но репортер по призванию, вкладывает свою лепту в строящиеся здания города. И все это ради того, чтобы записать стендап. Да-да, корреспонденты и сами прекрасно знают, что говорить на камеру не так-то просто. Юлию Харисову очень часто можно увидеть в окружении детсадовцев, школьников, студентов. Но никак не хочет наша Юлия прощаться с юностью, ведь она одна из самых молодых сотрудников нашей телекомпании. Мягкая, но в то же время настойчивая Разиля Киндибаева. Ей наши горожане открывают душевные секреты, люди искусства демонстрируют концертные номера, а налоговики отчитываются о проделанной работе. Одним словом, коллектив у нас разный и творческий. Телевизионщики, конечно, особый народ, безусловно, творческий, капризный иногда, поэтому вот нужно знать каждому свой подход, кого-то приласкать, погладить, шоколадку подсунуть, с кого-то строго спросить. Но я очень люблю вот наших девчонок, в редакции у нас в основном женский коллектив, и что радует, это не клубок со змеями, а наоборот очень дружелюбные, все друг друга любят, постоянно мы радуем друг друга всякими вкусностями, тортики носим. Телевидение – это кропотливый труд целого штаба сотрудников – монтажеров, режиссеров, операторов, ведущих, редакторов. Кстати, операторов с камерами и штативами некоторые горожане боятся до сих пор. Очень уж смущает наш народ эта черная штука. У новичка Радмира Исенгулова хорошо получается не только снимать на камеру, но и петь. Талантливым он у нас оказался. Дамир Хайбулин строг со всеми, для него отснять сюжет как дважды два.
Труды операторов попадают к видеомонтажерам, опытной Любови Карповой и подающему надежды молодому специалисту Гульгине Раскильдиной. Именно эти терпеливые волшебницы выстраивают понятную для зрителя картинку. Герои «Невидимого фронта», операторы эфира Урал Мукминов и Емель Кулуев, которые выдают конечный результат выбора всего творческого коллектива. Остается за кадром и директор телекомпании Дима Азатович Ишьяров. А ведь руководить таким непростым коллективом нелегко. На перспективу было общение буквально 2 недели назад с руководством Башинформсвязи в Уфе. Уже заложили на перспективу планы, которые направление работы, что касается выхода на IP-сетки в соседние районы, Баймакский и Хайбулинский район. Своему коллективу в перспективе, в будущем желаю трудиться и еще раз трудиться во благо нашему телевидению, чтобы ту самую искру, которая была зажжена в 1989 году, ее не потушить, а чтобы оно с каждым годом воспламенялось в новое огромное пламя. Телевидение – одно из самых молодых разновидностей средств массовой информации. Сибайская студия телерадиовещания – это молодое, полное сил творческое объединение, у которого все еще впереди. Девиз СТВ известен всем. Мы работаем для вас. Мои коллеги вышли на улицы города с целью выяснить, помнят ли сибайцы становление местного телевидения, имена ведущих и названия программ. И вот что мы узнали. Новости все всегда смотрю, я все, мне нравится. У нас очень хорошее телевидение, Сибай. Социальные проблемы, социальные, то, что у нас строится в городе, все то, что показывает, это очень хорошо. А каких ведущих знаете? Вот вас очень часто вижу. Ну, не знаю, как звать, но на лицо, конечно. Они же всегда везде у нас. И вот снимают у нас ребята всегда раз приходят, так приятно всегда. Потом по телевизору смотришь, показывают там различные мероприятия, какие у нас в городе проходят. Ну, всегда, конечно же, приятно смотреть. Вы смотрите сибайское телевидение? Конечно. А какие передачи смотрите? Каких телеведущих знаете? Ой, девочки, я так тороплюсь, извините. Все помним, смотрим Сибай. Это надежный, самый и верный, который можно смотреть. Аргамак. Şu новости мен қараймыз, самое главное, бачка. Нәмәһәм қарамай. Концерт қарағаным жоқ что-то. Да, смотрю, каждый день смотрю. Больше про школу, чтобы говорили. Я сам учитель, хочу, чтобы больше про школу говорили. Последняя передача, которая запомнилась, это «День города», когда снимали, смотрела. Я поименно никого не помню. Но все хорошие. Нет, все хорошие. Нет, не смотрю. Не местная? Местная, но не смотрю. Телевизор не смотрю. Я бы сказала, что прям каждый день наблюдаю, каждый день жду передачи всякие. Ну, иногда просто включу телевизор, каналы просто некоторые смотрю. Но прям любимый, что передача, я бы не могу сказать. Ну, в основном мы смотрим новости, что творится в Сибае, чтобы быть хотя бы в курсе немного событий жизни города Сибая. А так, в основном, там, башкирские передачи, потому что я не башкир, я не смотрю их. Ой, нет, я редко смотрю. Редко, но смотрю. А раньше смотрели? Ну, смотрю, конечно, а как же. А какие передачи помните, запомнились? Можете вспомнить? Памяти никакой нету. Я люблю только погоду смотреть. Я вообще Сибайку постоянно смотрю, а передачи мне без разницы. Все смотрю подряд. Новости постоянно смотрю, да. Может, каких-то ведущих помните? По-моему, Валентина Шарошкина была, еще кто-то. Одну вот ее помню хорошо. Дилара, по-моему, работала даже еще. Но еще больше, по-моему, не помню никого. Редко смотрю, извините, пожалуйста. А раньше смотрели? Но, как вам сказать, смотрю иногда. А какие передачи помните? Ой, знаете, я уже давно не смотрела.
А ведущих имена помните каких-нибудь? Нет, я редко смотрю. Әйттеләр ярты сағат кына була инде. Сәвсеме? Сәвсем. Күбрәк һөйләһендәр, ветерандар турында, садаваттар һөйләһендәр, шул эскелек турында, шул турында һөйләһендәр. За четверть века в эфире СТВ вышло несколько тысяч программ различной тематики, и среди них особое место всегда занимали сюжеты и передачи с маленькими сибайцами. И этот праздничный выпуск не стал исключением. Елена Афанасьева отправилась в детский сад «Аленушка» с серьезным вопросом: что такое телевидение? Какие подробности она узнала, смотрите далее. А что такое телевидение, ты знаешь? Я знаю. Это снимают. А что снимают? Люди. Как? Их снимают, чтобы показывать. Телевидение — это то, что там создают мультфильмы, новости, кино и кино про войну. Там работают телеоператоры, а самое главное — это директор. А что должен делать директор? Он должен работать. Расскажи, пожалуйста, ты вообще телевизор смотришь? Ну да, смотрю мультики. И Дисней, Мультимания. Еще что? Я иногда смотрю кино. А какие фильмы смотришь? Какие мой брат любит. Мой братчик. А родители у тебя смотрят телевизор? Да. А что смотрят? Папа смотрит хоккей, Путина, футбол, а мама смотрит, где танцуют на коньках. А кто такой Путин, знаешь, нет? Да. Кто такой? Наш президент А зовут его как? Путин, который защищает нашу родину. Наша родина Казахстан. Новости — это когда говорят там, что будет завтра, гороскопы всякие. Или что в других городах бывает иногда. Я же все-таки чаще играю с братишкой, а не телевизор смотрю. Серега, расскажи мне, пожалуйста, ты вообще телевизор смотришь? Смотрю. А что ты смотришь по телевизору? Новости. А какие новости смотришь? Всякие. Ну, например? Смотрю, как медведь бегает по городу, смотрел. Как вода горячая текла, вон по новостям смотрел. Как лиса по городу бегала. Страшно было? Не страшно? Ты не боишься новостей? Что такое вообще вот новости? Новости — это когда снимают. Что снимают? Что было? Где? Например, вот медведь бегал, снимали. Леса, плотина, вода горячая вытекала. А новости кто обычно читает? Папа мой. Да ты что? А в телевизоре телеведущий, наверное, да, новости говорит? Да. А вот чем занимается еще телеведущий? Расскажи, пожалуйста. Ведущим он показывает мультики. Он следит, чтобы никто не нарушал правила. Сереж, скажи, пожалуйста, ты бы хотела работать в телевизоре? Угу. Почему? Потому что у меня это была мечта это. Ложусь спать, и мне телеведущие снятся всегда. А ты смотришь футбол или Путина? Нет, я не люблю папины программы. Я только Никитину люблю и свои люблю. Лену Путину люблю иногда. Ну, где повара. А ты бы хотела работать на телевидении?
Нет, я хочу работать на Политехме. А ты новости смотришь? Я? Нет. Почему? Потому что я еще ребенок. А как ты думаешь, на телевидении вообще кто должен работать? Работает, кто следит в опасности телевизора. Чтобы никто не близко не смотрел. И смотреть близко нельзя. Вообще, как ты считаешь, телевизор нужная вещь? Да. Ну, чуть-чуть нужная. Надо, когда много смотришь, у тебя болят глаза. А я смотрю немножко и потом занимаюсь. Ну, по новостям всякие штуки непонятные для детей рассказывают. А телеведущий кто такой, знаешь? Да. Кто это? Это когда ведущие считают очки у всяких участников. А сибайское телевидение ты смотришь? Да. А что там смотришь? Там еще интересное такое. Там большой телевизор есть. Им очень тяжело работать, и поэтому они кушают. Кафе для работников. И оно есть в Баймаке, где живет моя бабуля. Работники телевидения только в кафе кушают? Ну, иногда в доме. А что любят кушать работники телевидения? Ну, кашу, водичку пьют. А для кого телевизор нужная вещь? Для папы. Почему? Он всегда с работы приходит и лежит на диване, пип-пип на пульте. А кто такой телеведущий, ты знаешь? Нет, А как ты думаешь, чем может заниматься телеведущий? он занимается, ну, он снимает всех. Он мультики делает. И еще их он показывает. А ты бы хотела работать на телевидении? Да. А кем бы ты там работала? Я бы делала мультики. Как ты думаешь, кто должен работать на телевидении? Красивые они должны быть, умными и читать, и должны знать по все. Говорят, что написано пером, то не вырубишь топором. На телевидении другая ситуация. В процессе подготовки сюжетов и передач оператор монтажа, как умелый скульптор, отсекает все лишнее. И в результате телезрители видят уже готовый новостейный сюжет, актуальное интервью или программу. Но мы, телевизионщики, ничего не упускаем из виду и все храним. Только в день телевидения у вас есть возможность увидеть все то, что никогда не попадет в эфир. Да простят нас наши респонденты. Вы смотрите новости. Вы смотрите новости. Так говорят, да? Вы смотрите новости, ниже. Вы смотрите новости. Вы смотрите... Ну, не ржи. Вы смотрите новости. Вы смотрите новости. Давай, давай. Запишемся. Давай спрашивай, буду говорить. Сейчас. Что, говорить, что ли? Вот, да. Нет, чуть поближе. Второй межрегиональный... Слова такие, да, чтобы я дикцию выработала. Второй межрегиональный инвестиционный форум «Зауралье-2014» собрал более 200 представителей. Не мотай головой, я от тебя отвлекаюсь. Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения информационный выпуск новостей. В студии... Ой, забыла? Собачьи свадьбы бродячих псов можно увидеть чуть ли не в каждом дворе. Случаев укуса собакой человека в нашем дворе пока... В нашем дворе... В нашей студии... Оказавшиеся в трудной
Так сказать надо, да? Давай, так и скажем. Можно? Говорим? Ой. Ой. Сбился. В указанное время нет, я лучше с самого начну предложение. В указанное время при исполнении своих должностных обязанностей. Ну, занято же пока, подождите, пожалуйста. В указанное время в ходе выполнения своих должностных обязанностей и выполнения... Извините, пожалуйста. Ну, Радмир! Ну, Радмир! Слышь? С азартом, горечью поражений и радостью побед. Мама! За... Вот я же все это знаю. Ну, в общем-то, может быть, все тогда. На днях в модельной библиотеке бабушки вяжут во рту. Ай. Что-то какая-то кривая. Как бы... Затупо. Региональная МЧС Да, опять этот штаб, да? Я же так и выучу с вами этот штаб на всю жизнь. Я такой хомяк, он на мне не застегивается. Нет, здесь все такие хомяк, здесь ремень просто маленький. Чего еще не сказал? Все так мало. Я так мало, я там все почти. Лен, работаем. А вот над вопросом, легко ли построить город, задумаются многие. Я уронила. Конец. Ой, блин. Начали. Вы закончили. Обязательно это нужно для наших горожан, для нас самих с собой, самим себя нужен. Кто-то внутрь ходит в квартиру, там жаловались. Я вот это забываю. У меня дырка в голове. Продам Део Матис зеленый, 2007 года выпуска. Забыла слова дальше я. Посмотри. Barbra Streisand. Что еще? Все? Не понравилось? Муку мы закупили. Как сказать правильно, скажите, пожалуйста. Я говорила правильно, сейчас все, ваша камера меня вот она сбила на нет. Что вы хотели сказать? Ничего уже не хотела сказать. А это посмотрим хоть. Я ничего, просто видел. И в Африке села. Ну, не воспринимай серьезно. Я так. А новостей на сегодня больше нет. Еще раз всех с праздником. Итак, позади четверть века, а впереди вся жизнь. Новые сюжеты, интересные герои, яркие личности – все это будет снова. И каждый вечер, включив телевизор, вы, наши любимые зрители, услышите в эфире Сибайское телевидение. С праздником, друзья!